Знакаміты украінскі блогер Александр Рыкаў, больш вядомы як Балаганаў, аб'явіў пра пачатак збору сродкаў пад назвою беларусам ад беларусаў. Яны пойдуць на закуп 100 дронаў для палка Каліноўскага. Каб набыць столькі беспілотных лятальных апаратаў, трэба досыць вялікая сума. Неабходна сабраць ажно 45 тысяч долараў. Дапамагчы можна рознымі спосабамі. Усе яны цяпер на вашых экранах. Пералічыць грошы Александру Рыкаву на карту аднаго з украінскіх банкаў. Таксама можна скарыстацца электронную плацежную сістэмою PayPal на адпаведным вэб-сайце Patreon. Ёсць магчымасць адправіць ахвяраванні і ў крыптавалюце. Сабраная сума пастаянна змяняецца, але ў дзень было ўжо каля 200 тысяч грыўняў і больш за 5 тысяч долараў. Як папярэджвае сам блогер, галоўная забарона – дзеля бяспекі не ахвяраваць беларусам з Беларусі. Дроны беспілотныя лятальныя апараты могуць кіравацца дыстанцыйна, а таксама лётаць аўтаномна з дапамогай убудаванага праграмнага забеспячэння. Нагадаю, што ў Беларусі летась у верасні ўвялі забарону для фізічных асобаў на ўвоз, захоўванне, абарот, эксплуатацыю і выраб беспілотнікаў. Акрамя цывільнага ці камерцыйнага выкарыстоўвання, дроны ў гарачых кропках нашай планеты маюць цяпер выключна вайсковае прымяненне. Яны служаць для знішчэння паветраных цэляў і збору выведнай інфармацыі. Беспілотныя лятальныя апараты маюць сваю класіфікацыю ў залежнасці ад прызначэння. Ударныя дроны, выведныя, карэктавальныя роботы, дроны камікадзе, транспартныя і эвакуацыйныя дроны, дроны-рэтранслятары і дроны радыёэлектроннай выведкі. Таксама ёсць класіфікацыя ў адпаведнасці з масаю, далёкасцю працы і задачамі. Тактычныя, аператыўныя і стратэгічныя. Баявыя дзеянні ва ўкраіне яшчэ раз пацвердзілі важную ролю дронаў-беспілотнікаў. Асаблівую папулярнасць там набылі цывільныя дроны з мянушкаю «Мавікі». Цяпер яны забяспечваюць выведку і карэктаванне, скідваюць на ворага гранаты. Напрыклад, «Мавік-3» каштуе каля 4 тысяч долараў. Уздымаецца на вышыню да 500 метраў і здольны сачыць за мясцовасцю на 15 кіламетрах вакол. Заяўленая далёкасць палёту да 30 кіламетраў. Гэты квадракоптер можа здымаць відэо ў фармаце 4К. На украінскім фронце нямала і дронаў вытворчасці амерыканска-кітайскай кампаніі Otel Robotics. Напрыклад, Otel EVO-2 можа здымаць відэо ў фармаце 8К з частотой да 120 кадраў за секунду, уздымацца ў неба на вышыню 7 кіламетраў і пралятаць 9 кіламетраў. Гэты квадракоптер мае абарону ад сістэмы радыёэлектроннай барацьбы і таму каштуе каля 9 тысяч долараў. Новым для украінцаў стаўся брытанскі квадракоптер «Малой», які яны атрымалі летась у ліпені. Гэты дрон мае 8 прапелераў, можа перакідваць абсталяванне, зброю і нават эвакуяваць параненых. Апошняя мадыфікацыя здольная ўздымаць у паветра да 180 кілаграмаў грузу пры далёкасці палёту да 70 кіламетраў і аўтаномнай працы каля 35 хвілінаў. Больш сур'ёзнымі лічацца турэцкія ударна-выведныя беспілотнікі «Байрактары». Напрыклад, дрон маркі «Байрактар ТБ-2» можа развіваць хуткасць да 222 км за гадзіну. Працягласць палёту крыху большая за сотні, баявы радыус 150 км. Кошт гэтага камплекту з 6 беспілотнікаў, 2 мабільных наземных пунктаў кіравання і камплекту ўзбраення пачынаецца ад 30 мільёнаў долараў. Кошт аднаго лятальнага апарата стартуе ад 1 мільёна 200 тысяч долараў. Сам ініцыятар збору сродкаў на дроны для беларускіх ваяроў, украінскі блогер Александр Балаганаў сцвярджае, што актыўна адгукнуліся не толькі беларусы, але і ягоныя сябры-украінцы. Так што праз некалькі гадзінаў людзі ўжо сабралі прыкладна траціну неабходных сродкаў. Блогер Балаганаў пры гэтым нагадаў, пералічэнне ахвяраванняў з Беларусі небяспечнае. З блогерам паразмаўляла Марына Яновіч. 100 дронов для калиновцев. Акция называется «Белорусам от белорусов». Как возникла идея вот этой акции? Ну, это произошло совершенно случайно в прямом эфире. Мы закончили у себя на канале, я закончил сборы для наших ВСУ. Мы там покупали прицелы ночного видения. И потом я спросил, что надо, чем помочь полку. Полк сказал, ну, как всегда, дроны, мы же небольшие количества собираем. Вот. И раньше я им там 2 месяца назад покупал 5 дронов.
Вот, сейчас решил, что, наверное, мы сможем еще, я там добавлю денег и купить 7 им дронов. И вот я вышел в эфир с тем, что мы собираем для полка Калиновского 7 дронов, и в том же эфире я что-то так разговорился и сказал: белорусы, почему мы вот собираем то 5, то 7 этих одноразовых дронов военных, которых все прекрасно понимают, что надо очень много. И я сказал, а когда мы за 3 года разве должны кого-то ждать? Давайте сами объединимся и купим 100. Есть ли такой вообще шанс? Ну, и вот такое какое-то эмоциональное видео записал, вернее, проговорил во время прямого эфира, и все. Утром проснулся, получил 1000 писем от белорусов, что давайте это сделаем, мы это сможем, у нас все получится. Я воодушевился этим и уже в пятницу позвонил всем спикерам, которые у меня за 4 года были, а у меня было очень много гостей за это время. И мне все белорусы, там, знаменитые, от политиков до журналистов, записали коротко, что они поддерживают эту идею, и она вполне реализуемая. Ну, я воспрял духом, делился это в прямом эфире со всеми белорусами, которые меня смотрят. И вот в пятницу вечером мы, проведя прямой эфир, решили, что мы это все-таки сделаем и организуем. Вот сегодня объявили сбор. Ну, туда мы добавили на те 7 дронов, что уже люди собрали за те 2 стрима. И уже с утра начался сам процесс. Працэс ідзе, я так разумею, вельмі актыўна, наколькі я так зразумела з вашага расповеду. А вы якія-небудзь тэрміны сабе вот так усталявалі, вот калі вы павінны, калі вы збіраецеся сабраць гэтыя 45 тысяч долларов? Я почему-то решил, что мы это сможем справиться за неделю, и как-то вот так вот в эфире мы, просто общаясь с белорусами, поставили себе такой срок. Понадобится больше, мы будем собирать больше по времени. Но я верю, что у нас все получится. Это какое-то единение, я опять ощущаю от белорусов очень большое. Если вдруг мы там за первые 4 дня, там 5 не соберем, то мне уже, скажем, белорусские люди, которые достаточно известные, предложили провести совместные и марафоны, и поучаствовать там даже артисты с концертами, но чтобы у нас все это произошло. Поэтому будем делать прямые эфиры и марафоны, пока мы не достигнем результата и не отправим ребятам, белорусам 100 дронов. А знакамітыя беларусы гэта хто? Можаце прозвішча назваць? У меня было 21 человек, записал мне видео. Это была Марго Левчук, был Змитцер Лукашук, Левон Вольский. Я могу еще по направлениям. Это телеграм-канал «Реальная Беларусь», Артем Шапоров, был Денис Дудинский. Ярослав Романчук был. Ну, практически вот всех, кого вы знаете, там Андрей Паук. Те люди, которые есть в медиаполе, они практически все записали свои обращения, что они поддерживают эту идею, и давайте ее реализовывать. И, в принципе, сегодня, когда я опубликовал пост, ну, видите, даже я у вас оказался в эфире, и практически все белорусские медиа, спасибо им за это огромное низкий поклон, поддержали информационно. И я думаю, что когда вся Беларусь, несмотря на свои разные политические взгляды, может объединиться вокруг общей цели, чтобы спасать жизни своих белорусов, своих же добровольцев, то это очень круто, и я думаю, что все будет хорошо. Я ўпэўненая, што ўсё будзе добра. Скажыце, калі ласка, гэта выключна беларускі збор ці да беларусаў долучаюцца там грамадзяне Украіны, Расіі, там яшчэ, можа, і іншых краінаў? Як это адбываецца? Ну, я не знаю, как громадяне других краин. Мои все друзья сделали депозиты, ну, донаты. Я сам лично сделал достаточно большой донат. С разных стран я уже вижу, мне белорусы присылают, как они этот пост перевели на разные языки, распространяют по Европе, присоединяются там разные диаспоры, по своим соцсетям распространяют. И донатят абсолютно все. Единственное, я писал, что главное условие, я прямо написал огромными буквами: запрещено делать донаты из Беларуси. Не от того, что мы можем придумать способ, как это сделать, чтобы это вроде бы было безопасно. Только потому, что если мы это объявим
и начнем организовывать, 100% на третий день или на второй возьмут любого абсолютно белоруса спецслужбы, там, Лукашенко, поставят его под телевизором и скажут, вот, он сделал донат, и какому-то абсолютно левому, грубо говоря, человеку будет, ну, у него будут большие проблемы для того, чтобы это в медиаповестку запустить. Поэтому я не хочу и всех призываю, кто находится внутри Беларуси, не донатить. Нас достаточно много хороших людей, которые находятся вне концлагеря. И я думаю, с этой задачей мы справимся. А Я упэўнен безопасность для белорусов внутри – это самое главное для всех. Я упэўненая, што мы справімся. Я не то што думаю, я проста упэўненая. А вот вы кажаце не пра левага чалавека. Ці прадугледжана якая-небудзь справаздачнасць, наколькі празрыстая будзе бухгалтэрыя збору і выкарыстання гэтых сродкаў? Ну, ёсць людзі, якія, ну, скептыкі. Яны Не, проста ну это понятно, сумняваюцца. это всегда было, но тут я могу сказать, как у нас в Украине организовано, когда происходят сборы такие. У нас достаточно сильно действует финмониторинг, и тут я заинтересован, просто как Александр Рыков, в первую очередь, чтобы все прошло прозрачно, чтобы ко мне не было вопросов. Поэтому мы уже общаемся с производителями, у нас будет трехсторонний договор, деньги все будут переведены официально на счет завода. Это будет договор между мной, заводом, и военной частью, за которой закреплен полк Калиновского. И, ну, все будет публично, я думаю, под камеры, и бойцы уже с фронта мне, летчики непосредственно, которые будут пользоваться этими дронами, звонили, мы уже согласовываем спецификации, потому что война бежит быстро, и там все очень меняется каждый месяц, там частоты какие-то, эксклюзивные штучки, которые нужны для дронов. Но я не техник, я не знаю, они напрямую с производителями, с заводами, с главными инженерами общаются, куда там идет прогресс в этой войне и что надо делать, чтобы результативность атак этих дронов была постоянно высокой, потому что те же тоже борются с нашими дронами. Поэтому я думаю, что все будет хорошо. Летчики очень ждут. Я ўражаная, што гэты збор беларусам ад беларусаў арганізавалі украінцы. А скажыце праўду, ва ўкраіне больш няма ўжо такой думкі пра беларусаў, як пра суудзельнікаў агрэсіі, бо спачатку гэта было даволі напружаны момант. Ну, я вам не скажу, что он и сейчас расслабленный момент. Просто я стараюсь показать, что есть абсолютно две разных Беларуси. Одно – это белорусский режим, а другое – это свободные люди. Просто у них временно надо понимать, что они находятся в концлагере, и у них любое слово, даже что нет войны, ты можешь оказаться в тюрьме. Поэтому это достаточно тяжелая ситуация. Но есть те герои, белорусы, которые пришли защищать Украину и отдают свои жизни за свободу Украины, чтобы победить этот рашизм, который в 21 веке решил развязывать горячие войны и убивать всех подряд. Поэтому перед этими людьми, конечно, все преклоняют голову. Это герои, такие как и герои ВСУ. Дзякую вам вялікі. Я так думаю, што гэта можа і не апошні збор. Калі вось зараз гэты досвед Ну, будзе ўдалым, посмотрим, как оно пойдет. Это же все, понимаете, это было больше такой эмоциональный порыв, потому что я был расстроен тем, что мы вот 3 года, и мы там чуть-чуть, там чуть-чуть. Я же рассчитываю всегда на свои силы. Вот, там чуть-чуть. И я эмоционально сказал, да сколько мы будем заниматься вот такими какими-то мелкими впрысками для воеров, которые вот буквально в полку там неделю назад погибло еще 2 белоруса. Когда мы сможем все объединиться? Я же со всеми лично общаюсь, все же классные люди. Ну, почему нельзя сделать один раз классный сбор? Вот раз. И все меня поддержали, за что я признаюсь, тоже благодарен сильно белорусам. Видеоролики записывают, я их публикую, креативят, общаются с медиа, распространяют, за что всем белорусам, кто участвует, огромное спасибо. Кто-то не выпил кофе, сделал депозит, кто-то не выпил трехмесячную норму кофе, тоже сделал донат, а кто-то, кто не может, он делает тоже свою помощь, он распространяет информацию, за что всем белорусам огромное спасибо. добра, дзякую вам вялікі. Дзякую за тое, што вы робіце, ну і мы падключымся.
Ведаете, Спасибо, что и вы нас поддержали. мы же за Спасибо. любой шухер, кроме диеты и некролога, вы же знаете. Правильно. Хороших людей больше. Это наш главный Однозначно. лозунг. Однозначно. Дякую. Всього Всё, до доброго. свидания. Працягваем наш эфір і гэтую тэму. У студыі Андрэй Астаповіч, былы следчы прадстаўнік ініцыятывы Белпол. Вітаю вас. Добрый вечер. А таксама далучаецца да нашага эфіру Догас, такі пазыўны намесніка камандзіра палка Каліноўскага ў справе забеспячэння. Вітаю вас. Доброго вечера. Андрэй, як вы даведаліся пра гэты збор і чаму вырашылі ў ім паўдзельнічаць? У тэлеграм-канале Белполу таксама ёсць абвестка з заклікамі далучацца. Узнали еще в пятницу, когда у нас свои взаимоотношения и с Александром Рыковым, и с полком Калиновского. Естественно, мы были в числе, инициатива Белпол была в числе тех, кто поддержал видеосообщением для того же стрима. Это, скажем так, подготовительные действия были, чтобы оценить обстановку и понять, как было подготовиться. Ну и, естественно, мы пообещали еще в пятницу в своем видео, что поможем всем, чем сможем. Так и сделали, как только был объявлен сбор, сразу же мы сделали репост, в том числе перечислили каждый из команды свои средства, и готовы мы со своим еще предложением к Александру особым тоже поступали, предлагали, как это можно больше распространить, но по тем цифрам, результатам он всю отчетность показывает, каждые там несколько часов видно, что, я думаю, день-два и все будет, цель он достигнет, то есть все идет очень даже хорошо и позитивно. Так, блогер Балаганаў паведаміў ўжо, што больш за палову сродкаў удалося сабраць, і Догас, маё пытанне да вас, ці гэта заслуга таго, што збор абвясціў вядомы блогер, магчыма, украінец, бо як праходзілі, гэта не першая абвестка пра збор сродкаў на дроны для палка Каліноўскага, чаму цяпер яна стала такой папулярнай, на вашу думку? Хочу первое, что сказать, огромное спасибо Саше Балаганову за то, что он у нас такой инициативный, помогает нам уже больше 2 лет. И, скажем так, это все благодаря Александру, это так разошлось, потому что он сделал огромную работу, он обзвонил много людей, которые сделали тоже репост. Ну, и, естественно, каждый тоже внес какие-то свои денежные средства для того, чтобы у наших парней появились FPV. Да ініцыятывы беларусам. Ад беларуса ўжо далучыўся музыка Лявон Вольскі. Прапаную паслухаць, што ён сказаў пра гэтую акцыю. Є сяброўкі, шановныя сябры, вось зараз у гэтай самай хвіліны адбываецца мэга-акцыя набыццё 100 дронаў для палка Каліноўскага. Гэтыя дроны неабходныя палку, неабходныя нам з вамі, неабходныя ўсім. Таму я далучыўся да гэтай ініцыятывы. Далучайцеся і вы, купляем дроны для палка. Ну, так, як бачым, вядомая асоба актыўна далучаецца да гэтай акцыі, яе прамуюць. І вядома, што дроны – гэта вельмі важны сродак у вядзенні сучаснай барацьбы, сучаснай вайны. У чым непасрэдна палку Каліноўскага будуць дапамагаць дроны? Конкретно эти дроны – это дроны камикадзе. Вот. К сожалению, дронов камикадзе считается, если 3 из 5 попадают в цель, то это прям очень хороший результат. Наши парни, скажем так, використовують по 10-12 там дронов при обычных, скажем так, ежедневных задачах, это за раз, для того, чтобы что-то получилось. И там до 30, до 40 дронов, когда идут какие-то большие операции. Поэтому это по факту расходник, который нужен постоянно. Спадару Андрэй, да вас пытанне. Вы згадалі, што кожны з каманды аквіраваў пэўную сваю суму, таксама на гэты збор. Магчыма, некаторыя беларусы цяпер думаюць, мне складана, я не маю сродкаў для падтрымкі. Ці гэта так складана дапамагаць? Або маленечкі ўнёсак таксама робяць важную справу, а тыя, у каго няма грошай, як могуць яшчэ дапамагчы? Это все прекрасно разложено в пятничном стриме того же Балаганова. И все мы примерно, выехавшие, особенно белорусы, знают примерные цифры нас за границей. 400 тысяч, если человек скинется по
$1, то 10% хватит, чтобы перекрыть эти 100 дронов. Здесь больше как проверочные такие действия. Так вот наш коллега сказал, что 30 дронов — это расходник на большие операции. То есть эти 100 дронов, неделя, максимум 2, и они разойдутся. Здесь больше единение белорусов, как мы готовы мобилизироваться в нужный момент. Думаю, в этом главный показатель. И мне кажется, что уже это очень успешно прошло. Ну и, естественно, нервишки потрепать там, в Беларуси, что ничего не угасло, ничего не забыто, это тоже очень важно. У меня видение такое. Давайте яшчэ звернемся да аднаго матэрыяла. Аб'яднанне беларускіх палітычных вязняў у Літве таксама падтрымлівае збор сродкаў, якія ідуць на закуп 100 дронаў для палка Каліноўскага. Яны нават прыдумалі своеасаблівыя 4-радкоўі на гэтую тэму, прапаную паслухаць. 100 дронаў палююць в небе, каб хутка патрапіць у цэлі, каб абараніць Украіну і вольнай зрабіць Беларусь. 100 дронаў ляцяць як птушкі, імкліва да мэты сваёй, каб вызваліць нашых братоў ад цяжкіх турэмных ракоў. 100 дронаў глядзяць на ўсход, каб знішчыць варовы паход. Добрыя мэты ў дрон, аднак баярам абароны. 100 дронаў імкнуцца да цэлі, каб у ворага ногі дрыжэлі, каб сканаў звар'яцелы урод, каб мацнейшым стаў беларускі народ. Вось такі крэатыўны падыход. Доўга зноў звяртаюся да вас. Вы казалі, што дроны гэта расходнік. А ў чым полк Каліноўскага яшчэ мае патрэбу? Бо вядома, што не стае і зброі, хіба што, і амуніцыі. На што яшчэ варта сабраць грошы? Но самый популярный расходник на войне — это автомобили и дроны. А вообще на войне расходник — это все. Вся экипировка, которая приходит там в негодность после там 2-3 больших задач. У нас есть люди, которые с самого начала, скажем так, и 2-3 раза уже сами себе покупали, скажем так, полную амуницию. И это все расходник. На сегодняшний день самый такой затратный — это там ремонт автомобилей, тех же самых. У нас там больше 200 автомобилей и около 70 еще стоят на ремонте. Ці ёсць І актуальныя цифра- зборы на гэтыя патрэбы? Пока собираем на дроны. В дальнейшем будет, да, возможно, мы придумаем, как делать так, чтобы это все было более прозрачно. То есть нам, деньги по факту не нужны. Нам нужны услуги там по автосервису, хотя у нас полностью свой автосервис оборудован, но просто люди не справляются с таким количеством. Потому что на войне машина — это не в мирной жизни. На войне машина, опять же, там одна задача, один выезд, ее нужно чуть-чуть ремонтировать, в лучшем случае. Иногда уже там ремонту машины не подлежат. То есть у нас там больше 50 машин, которые безвозвратно уже все, с ними ничего не сделаешь. Андрэй, такое пытанне маю да вас. Мы ўжо нагадывалі ў нашым эфіры сёння, што беларусам забаранілі фізічным асобам выкарыстоўваць дроны ў Беларусі. Іх да сакавіка можна было прадаць, але так трэба пазбавіцца, бо гэта пагражае нават крымінальнай адказнасцю іх. Затое з'явіліся былі абвесткі пра тое, што можна перадаць дроны МНС, сілавікам, вайскоўцам нават. І вось на вашу думку, што цяпер будзе адбывацца, як будуць выкарыстоўваць тыя самыя дроны, якія перадала насельніцтва? Я не думаю, что это огромные цифры в передаче. Даже по экономическому показателю всегда выгоднее его продать, чем просто пойти отдать. А у нас не самые большие доходы у населения. Это один из показателей. Другое — это отношение к тем же силовикам, которые внутри страны относятся, максимально негативный, авторитет полностью потерян, уничтожен. Поэтому это больше пиар-акция, чем у меня там веры в том, что им огромное количество этих дронов передали. Что они будут с ними делать? Применение всегда требует практики и реальной какой-то необходимости. Реальная их необходимость была, допустим, в 2020 году. Они отслеживали таким образом и мониторили территорию Минска, больше всего Минска, потому что специалисты такого уровня, которые могли в то время управлять, они в основном были сконцентрированы в Минске. И в главный штаб МВД
скажем так, сводились все эти сведения с видеокамер, после чего этих людей, в принципе, и привлекали к уголовной ответственности, и, естественно, более эффективно эти события, допустим, как на районе, на Каменной Горке, на Пушкинской, они видели, что вот собрались люди, и они разгоняли. То есть в таких целях я вижу. В военных целях мониторинг границы, возможно, там где-то, если МЧС передадут мониторинг лесов, ну, в лучшем случае, или лесхозу какой-нибудь. Других пока целей я не вижу. Ну, прям на том уровне, как они используются в Украине, если взять вооруженные силы наши, они пока еще не обучены и не имеют таких возможностей прям в таких масштабах. Единичные случаи на пропаганду, на телевидение, это да, это они показать могут. Массово в обучении у них не хватает такого рода специалистов. Не кожны дзень выпадае размаўляць з прадстаўніком палка Каліноўскага, таму скарыстаюся магчымасцю і запытаю пра цяперашні стан палка Каліноўскага, ВРУ і як вы бачыце далейшае развіццё сітуацыі на фронте і расійскі наступ. Ну, на самом деле сложно говорить, что будет завтра. Вот. Россия поставила ВПК свой на такие достаточно серьезные рельсы, поэтому, скажем так, на фронте очень тяжело. Вот. Но мы постоянно что-то придумываем, ну, не только мы, в смысле Украина, с украинской стороны, кто воюет. Опять же, новые дроны появляются новые там боеприпасы для этих дронов, новые, опять же, там рэбы, которые глушат вражеские дроны уже. Поэтому, скажем так, поживем увидим. Дзякую вам за гэту размову і за гэты каментар. Жадаю поспеху. Нагадаю, што ў нашай студыі быў Андрэй Астаповіч, былы следчы і прадстаўнік ініцыятывы былых сілавікоў Белпол, і таксама Догас, такі пазыўны ў намесніка камандзіра палка Каліноўскага ў справе забеспячэння. А гаспадарства нагадваюць далучацца да гэтага збору, але калі вы жывеце ў Беларусі і маеце беларускую картку, то рабіць гэта небяспечна і не варта.